20 октября в Минспорте России состоялась рабочая встреча министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и главы Республики Тыва Шалбана Караола. Основными темами беседы стало завершение строительства спортивно-культурного центра в поселке городского типа Каахем Кызылского Кажуна и развитие детского спорта в регионе. Павел Колобков, комментируя итоги встречи, заявил о том, что правительство Российской Федерации приняло решение, что центр в Каахеме должен быть достроен. Для этого в текущем и следующем годах будут выделены субсидии из федерального бюджета. Стоит отметить, что будущий спортивный центр в поселке Каахем не имеет аналогов в регионе. Данное спортивное сооружение сможет собрать более 7 тысяч зрителей в любой сезон. Учащихся из левобережных и правобережных дачных обществ и микрорайона «Спутник», а также районов аэропорта Вавилинского затона будут перевозить школьные автобусы. В целях безопасности и своевременного прибытия на учебные занятия обучающихся в общеобразовательной организации города организован подвоз детей по утвержденному школьному маршруту. Всего в перевозках обучающихся задействовано 8 школьных автобусов, оборудованных спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. Школьные автобусы по федеральному закону имеют право перевозить детей строго по местам, поэтому будут перевозить только по 20 детей за один рейс. По плану школьными автобусами с начала учебного года производится подвоз 588 детей. Также с 15 сентября текущего года руководителями 2, 3, 8 школ и гимназии номер 9 совместно с МУП «Кызылгортранс» заключен договор по дополнительному организованному подвозу учащихся, проживающих на ЛДО и нуждающихся в подвозе к месту обучения и в обратном направлении. На сегодняшний день в связи с нехваткой транспортных средств на городской транспортной линии «Кызылгортранс» предоставляет автобусы школам номер 2, 3 и 9 гимназии только в одном направлении – с места учебы до садоводческого левобережного дачного общества в вечернее время. В мэрии определили место, где будет красоваться новогодняя елка столицы по онлайн-опросу населения Кызыла. Большинство горожан предпочитает увидеть символ Нового года на площади Арата. Главная елка на площади будет установлена до 1 декабря. Вокруг нее традиционно скульпторы смастерят ледяные фигурки, а главный каток будет находиться напротив дома быта. Во всех микрорайонах города также будут установлены катки и елки. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тувы информирует о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Всего за 2013-2017 годы на территории республики подлежат расселению 179 аварийных домов. По целевому показателю реализации программы всего расселено 15 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Обеспечено жильем 390 семей, переселенные из 39 аварийных многоквартирных домов. В Кызыле 33 дома, в Чидане 3 дома, Каахем 2 дома, село Байхак 1 дом. В течение этого года условия проживания улучшили 130 семей, переселенные в 4 построенных дома. Осталось расстелить около 54 тысяч квадратных метров или 1474 помещения. Строится 21 дом. До 31 декабря запланировано ввести в эксплуатацию 13 многоквартирных домов. С 23 по 29 октября во всех банках Тувы пройдут дни приема монеты. В эти дни любой сдающий монеты в кассы банков республики получит в подарок памятные сувениры. Стоит отметить, что производство и чеканка – сложный и дорогостоящий процесс. Так, мероприятие нацелено на то, чтобы вернуть как можно больше монет в обращение. Высокую себестоимость монет должна компенсировать продолжительность их оборота – до 20-25 лет. Каждый год Банк России выпускает в обращение новые партии монет, но в кассы банков возвращаются лишь малая их часть. Остальная оседает в кошельках и копилках населения. К примеру, в Туве за январь-сентябрь этого года в обращение выпустили монет на 7,5 миллионов рублей, а вернулось обратно в кассу отделения Национального банка Тувы всего лишь около 31%. Если 10-рублевых монет вернулось больше половины, то монет номиналом 5 рублей только четверть, а процент возврата монет номиналом 2 рубля около 9,5%. Мелочь копеечных номиналов практически полностью осталась на руках у жителей. Если до банков дойти не получается, то расплатитесь ими в крупных торговых точках. Там всегда не хватает разменной монеты. Таким образом, вы не только подарите монете вторую жизнь, но и снизите затраты государства на чеканку и производство новых монет.
И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 51 копейку, евро 67 рублей 89 копеек. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так электрическая плита Дарина всего за 1499 рублей в месяц. РБТ.ру. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс Арбан-Сити в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса комфорт в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир комфорт-класса в новом жилом комплексе Арбан-Сити. 25 октября. Национальный театр. Тувинский национальный ансамбль песни и танца «Саяны» приглашает на открытие 49-го концертного сезона «Золотой фонд». Билеты в кассе театра. Телефон 21141. Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года. Первая и последняя распродажа в магазине «Братишки-Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены. Министерством образования и науки Тувы реализуется государственная программа развития тувинского языка на 17-20 годы. В рамках реализации государственной программы функционирует региональный координационный совет по вопросам сохранения, функционирования и развития тувинского языка как государственного при ведомстве. Общественным инспектором по тувинскому языку избрана народный учитель республики Валентина Дамурол. Учебно-методической, научной и организационно-педагогической составляющей образовательного процесса обучения тувинскому языку занимается Институт развития национальной школы. Отметим, что с 2017 по 2018 учебные года Республика Тыва начала осуществлять программу, по которой классы с русским языком обучения начального общего образования республики начали изучать тувинский язык по образовательным программам Института развития национальной школы. В Туве стартует акция «Розовая лента». В РесОнкодиспансере и поликлиниках регулярно будет проводиться обследование молочных желез женского населения при помощи анкетного и маммографического скринингов и УЗИ молочных желез. Также в диспансере работает школа пациентов. В период проведения акции она будет посвящена самообследованию не только молочной железы. Акция «Розовая лента» направлена на совершенствование раннего выявления злокачественных новообразований. Кроме того, врачи-гинекологи также советуют пройти обследование на выявление рака шейки матки. Стоит отметить, что ранняя диагностика выявления злокачественных новообразований снижает смертность онкологических больных. В медико-диагностическом центре принимают гинекологических больных. Здесь же определяют на инфекции, передающиеся половым путем, также определяют на вирус папилломы человека и мазки на цитологию, а также обследование жидкостная цитология. В чем заключается жидкостная цитология? Это определение раковых клеток шейки матки. Там процент выявляемости очень большой, где-то 95%, 99% выявляемости. Национальный ансамбль песни и танца «Саяны» представит лучшие номера, объединенных в программу «Золотой фонд». 49-й подюбилейный сезон ансамбль «Саяны» откроет программой «Золотой фонд». В программу вошли номера, проверенные временем и любимые публикой. Это «Извиняющая нежность» и «Зиркара», а также будет показана и праздничная сюита. Произведение, созданное Константином Рассадиным в конце 70-х годов на музыку Ростислава Кенденбиля. Кроме того, зрителей порадуют такие номера, как уринхайский церемониальный танец, тоджинские зарисовки и тумат кыстар.
Спортсмен из Тувы стал серебряным призером первенства России по ММА 2017 года, который проходил в городе Уфа. В столице Башкортостана состоялось первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 14-15 лет, посвященное столетию образования органов Федеральной службы безопасности России. Накануне прошли финальные бои первенства в 10 весовых категориях от 36 до 80 килограмм. Турнир собрал более 100 сильнейших юных борцов из 26 объектов страны. Так, воспитанник спортивной школы города Агдавурак Чаян Сад стал серебряным призером первенства России. Заслуженные награды, медали и кубки юным борцам вручили президент Союза смешанных боевых единоборств России Федор Емельяненко, начальник управления службы безопасности России по республике Башкортостан Олег Гайденко и другие почетные гости. В минувшие выходные на стадионе пятилетия Советской Тувы прошел первый этап фестиваля ГТО. В спортивном празднике приняли участие тысячи студентов, школьников и работники из разных отраслей республики. В программу фестиваля вошло открытие, вручение золотых знаков ГТО, тестирование населения по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической физической подготовки. Плавание – вид физической активности, который закаливает малыша, способствует правильному физическому и психическому развитию. Сегодня мы посетим фитнес-клуб для самых маленьких «Нептунчик», который находится по адресу Красноармейская, 219. Почему лучше плавать в группе? Психологический момент. Ребенок быстрее обучается, когда видит, как делают другие, преодолевает стеснение и страх. Соревновательный момент. Ребенок стремится делать лучше других, становится лидером. Работа в команде развивает в ребенке коммуникабельность и адаптирует к жизни в социуме. Игровой момент. Эстафеты, игры со сверстниками позволяют эффективнее и быстрее обучаться в игре и добавляют поистине спортивный интерес. Регулярные посещения бассейна рекомендуют педиатры всего мира, так как плавание укрепляет иммунитет. Не зря говорят, плавающие дети не умеют болеть. В процессе занятий формируется правильная осанка, правильно развивается позвоночник и мышцы спины, улучшается обмен веществ, сон становится крепким и спокойным, появляется здоровый аппетит. Фитнес-клуб для самых маленьких «Нептунчик» ждет вас в гости по адресу город Кызыл, улица Красноармейская, 219. Режим работы с 9 утра до 9 вечера. Здравствуйте, меня зовут Антон, и я хочу поделиться с вами фактами из мира специй. Существует около 20 видов разных солей, но нам известно, и мы употребляем в пищу одну из самых вредных – белую каменную. Хотя могли бы употреблять розовую или черную. Так, например, розовая соль, минеральная, содержит большое количество минералов и при этом очень хорошо вымывается из организма. Добавление специй в пищу – это своего рода искусство. Не стоит бояться экспериментировать. Границы не обозначены. Вы можете открыть новые горизонты кулинарных достижений, экспериментируя на своей кухне дома. В кухнях разных стран мира специи используются по-разному. Каждая кухня обладает своими отличительными особенностями. Поэтому для объективной оценки стоит попробовать их все. Можно ли наклеивать обои зимой? Поговорим об этом поподробнее. Когда лучше наклеивать обои? Зимой или летом? Вопрос, который может возникнуть у каждого, решившего самостоятельно заняться этим видом строительно-отделочных работ в своем доме. При наклеивании зимой возникает меньше проблем со сквозняками. Форточки и окна в зимний период принято открывать реже и надолго. Основная проблема – чрезмерная сухость воздуха в помещении из-за работающих в холодную погоду радиаторов отопления и промерзания наружных стен, особенно в угловых помещениях. Не нужно бояться наклеивать обои зимой, так как у вас не возникнет проблем со сквозняками. Наибольшую проблему составляет наклеивание обоев за радиаторами отопления, расположенными близко к стене. Из-за сильного нагрева и усиленной циркуляции воздуха между стеной и радиатором обои высыхают чрезвычайно быстро. Клей не успевает схватываться, поэтому часто отслаивается. Единственным способом борьбы с этим является использование увлажненного листа поролона или пенофлекса, пенофола, который обильно смазывается клеем и прижимается к стене. Если планируется отклеивать наружную промерзшую стену в квартире перед началом работы,
специалисты следует измерить ее температуру. Если она близка к 0 градусов Цельсия или ниже, от наклеивания обоев лучше отказаться. Они могут примерзнуть к стене, но с наступлением тепла оттают и обязательно отслоятся. Теоретически можно попробовать добавить в клей антифриз, используемый при приготовлении бетонных растворов, но положительный результат не гарантирован. Самый надежный будет дождаться теплого сезона. Для ускорения высыхания обоев нельзя открывать окна, форточки, двери. Нельзя включать тепловентиляторы, а также электрические системы, теплый пол и элементы подогрева стен. Для слушателей радиостанции «Голос Азии» новый сезон радиоквеста «Замес майонез» стал большим сюрпризом. Ведущие неожиданно для всех представили нового партнера – спортивно-развлекательный центр для всей семьи «Чемпион». Сертификат на 1500 рублей, как всегда, спрятался где-то в городе, и чтобы его найти, ищущим предстояло разгадать загадку. Казалчанка Алена давно пыталась стать победителем квеста, но именно сегодня ей удалось добежать до зашифрованного в загадке места первой. Замес майонез. Спасибо. Сертификаты в детский развлекательный центр «Чемпион» ведущие радио будут прятать ежедневно на этой неделе. Не упустите свой шанс, становитесь победителем квеста. Подробности игры слушайте в эфире Первого республиканского FM-радио на волне 102,5. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, мокрый снег, днем без осадков. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью -3, -5 градусов, днем +4, +6. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане пасмурно, небольшой снег, температура воздуха утром -5, днем +2. На Полке снег, температура утром -1, днем 0 градусов. В Танзибее пасмурно, без осадков, температура утром +4, днем +6. По всей трассе проезд удовлетворительный.